Добрый день, уважаемые жюри и участники конференции. Мы ученицы 7 класса Сахаполитехнического лицея Титова Даяна и Оконечникова Тамира. Тема нашей исследовательской работы — панорама исторических событий в художественном произведении на примере романа Адага Николая Якутского. Что послужило причиной нашего обращения к роману Николая Якутского «Адага»? Наше знакомство с этим произведением началось год назад. Мы провели работу по сопоставительному анализу главных героев романа «Адага» Николая Якутского и как аргонавт старину Джека Лондона. В ходе работы мы нашли много исторических описаний, моментов, которые нас очень заинтересовали и вовлекли в новое русло. Актуальность. В романе Адага ярко отражена картина жизни Якутии конца XIX и начала XX веков, которой читатель дает наиболее цельное и подробное представление о том времени. Сравнительный анализ фактов, описываемых в произведении с официальными данными, дает ценный материал по краеведению. Цель – определить историческую основу романа и сравнить прототипы, особенности их воплощения в художественные образы в романе Адага. Задачи. Первое. Изучить литературу по проблеме исследования. Второе. Найти в произведении прототипы героев, названия местности, исторические события и определить их основные периоды. Третье. Сравнить результаты работы по тексту с архивными материалами и официальными источниками. Четвертое. Провести сравнительный анализ системы образов романа с предполагаемыми прототипами. И пятое. Определить значение данного произведения в качестве литературного краеведения для молодого поколения. Прочитав роман «Адага», мы нашли очень много интересного и познавательного. Выделили такие основные подтемы, которые открыли нас на удивительные страницы прошлого, такие как история развития образования, Якутское реальное училище, епархиальное училище для девушек, церковные и частные школы, прииск золотодобычи, история Александровского прииска, жизнь и быт золотодобытчиков, торговля, история развития, известные купцы, формы сбыта и товаров бартер, транспорт, история развития судоходства, пароход Соболь, строительство дорог, Ямщицкий тракт, история развития зимняя дорога, телеграф, меценатство в Якутии, история, известные меценаты, Всемирная выставка в Париже, история участия якутян во Всемирной выставке в Париже в 2019 году. И вся историческая панорама представлена на этом слайде. Выделили 10 основных подтем. Сопоставив образ главного героя романа Адага с историческими событиями, описанными в романе, биографическими фактами, пришли к выводу, что прототипом главного героя является знаменитый купец и глава Сунтарского улуса Георгий Петрович Терешкин, так же, как его прототип Джегерся, впоследствии Георгий Петрович. 3 срока избирался главой Сунтарского улуса, на свои средства построил 4 церкви, открыл школу при церкви, пожертвовал значительную сумму для образовательных нужд. Также в романе присутствуют и исторические личности, такие как царь Николай II, епископ Дионисий в миру хитров, и священник Илья Попов и знаменитый купец Расторгуев Николай Алексеевич, золотопромышленник, сын основателя города Бодайбо Михаил Александрович Сибиряков, купец первой гильдии, предприниматель-судовладелец Николай Егорович Глотов, зять Терешкина Михаил Николаевич Тимофеев и другие. В произведении отражается целостная картина жизни якутской деревни конца XIX века, а также особое место занимает тема строительства церквей и церковно-приходских школ. Главный герой нашего произведения Джегерса совершил много грехов. Для того, чтобы умолить свои грехи, он решает построить церкви. Вторая глава романа так и называется «Аютан Растанара». В итоге он построил 4 церкви в Сунтарском улусе. Чтобы узнать о существовании в действительности этих церквей, обратились к материалам краеведческих музеев села Табойхо и Альгеи Сунтарского улуса, любезно предоставленные учителем-краеведом село Сунтар Николаевой Ангелиной Николаевной и документам Государственного архива Республики Саха-Якутия. Оказалось, что церкви действительно существовали и значатся в списке церквей Якутской и Вилюйской епархии в 1919 году.
Заключение. Николай Якутский обогатил якутскую литературу новыми образами и воссоздал в своем творчестве историческую панораму конца XIX и начала XX веков. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что к созданию своих образов персонажей автор романа подходит как писатель-реалист, выстраивает образы и события на основе жизненных реалий. Именно поэтому многие герои романа имеют реальные прототипы, характеры и жизнь которых напоминают близких автору людей. Исследование позволяет нам отнести роман к художественно-документальному жанру и сделать следующие выводы. При создании художественного мира писатель опирается на события и явления реальной жизни, но при этом дополняет в соответствии со своими представлениями о том времени. Исторические события реалистично вплетены в ткань романа и способствуют более конкретному и глубокому восприятию духа того времени. В ходе исследовательской работы мы выполнили сравнительный анализ фактов, событий, описанных в произведении с информацией из официальных источников, работ историков и краеведов. Спасибо за внимание.